Я просто хочу уточнить, там могут технический осмотр транспортных средств, 16 статья, диагностические центры, аккредитованные, да, это конкретно қандай чоғылады? Биздин оюзда бул аналог техникалык кароо болгон да бизде. Эми азыр бүгүнкү күндө жок. Бирок ошол электромобилдер келген болсо, алардын коопсуздугун баарын эске алуу менен сөзсүз түрдө диагностикалык борборлор болуш керек деген ойдобуз. То есть же бардыгын техосмотр кылдыралы, же Жок, конкреттүү биз азырынча электромобилдерге ал жерде электроэнергия жана башка дегендей коопсуздук пассажирге болуш керек деген ойдобуз да. Любой СТОдо ушундай диагностический оборудование бар болсо, ошондой проверка жүрсө болот деген сөзбү? Любойунда болушу кыйын го, бирок конкреттүү бир аккредитованный станциялар болот. Аккредитованный это конкретно что? На диагностику именно электромобиль. Именно ошондой документация уруксат берилген айтып атасыз да. Эми башка ар кандай ой пикирлер көтөрүлөт? Комитетте мисалы азыр техникалык кароону кайра калына калтырыш керек алып келгиле деген да маселе көтөрүлүп атат. Келиңиз. Санжар Кудугаевич. Вообще лаборатория, чтобы соответствовать стандартам, она должна пройти аккредитацию. Есть Кыргызский центр аккредитации, КЦА, который аккредитовывает лаборатории, в данном случае, может быть, по электромобилям. Вы хотите сказать, каждая станция техобслуживания у нас проходит аккредитацию в этом вашем центре? Нет, не каждая. Вот кому интересно, да, допустим... Заниматься электромобилями? Не, я в целом говорю, да, вот не каждая станция обслуживания занимается электромобилями. Вы сейчас только сказали, что есть вот этот центр, где должны проходить аккредитацию для того, чтобы быть названным или иметь право называться диагностическим центром. Правильно? Да, для тех станций, которые могут... осуществлять диагностику. Да, осуществлять диагностику и в данном случае электромобили. То есть в Кыргызстане все станции СТО, на сегодняшний день их сколько, десятки тысяч, да, я не знаю, сколько точная цифра есть, они все, кто занимается диагностикой, они официально должны иметь документ, удостоверяющий, что они аккредитованы в этом вашем диагностическом центре, правильно? Да, если это касается в данном случае диагностики вы сейчас электромобилей. чуть-чуть заблуждаетесь или вы сейчас переволновались? Сиз такталыңыз, бул азыр деген эфирге кетет. Анан деген проверяющий органдар анан деген 10 000 бизнесмендерди уратышат. Эльвира Жылгабековна. Кечиресиздер, Санжар Тургулкожоевич. Бүгүн бизде Кыргызстанда мындай обязательный автотехосмотр жок да. Бирок есть, обязательно для всех нету, но есть для перевозки опасных грузов, для перевозки пассажирских, грузовых, это есть обязательное. Вот здесь вот подразумевается, что те аккредитованные автотехосмотры, которые сегодня работают, если они приобретут дополнительное оборудование и дополнительную аккредитацию пройдут, они будут иметь право, вот инициаторы прописывают, что вот эти электромобили в обязательном порядке проводить автотехосмотр. Вот об этом это я поняла, просто я уточняю, сейчас министр экономики или случайно обозначил, или не совсем точно сказал, 100% все в Кыргызстане СТОшки, маленькие, большие, средние, нет. Если они занимаются диагностикой, да, то они должны быть аккредитованы. Как вы назвали этот центр? Кыргызский центр аккредитации. Кыргызский центр аккредитации. То есть все случайно открытые, не случайно, законные, незаконные, все, что сейчас есть, у них на руках должно быть еще документ о том, что только здесь у вас прописана статья 16, технический осмотр транспортных средств. То есть по факту получается, они все должны были еще получить аккредитацию. Айтсаңыз, карабайсызбы, статья 16, пункт 3. Черным по белому у вас прописано. Поэтому я и спрашиваю, вы сейчас кто ошибается здесь? Министр ошибается? Здесь никто не ошибается. Станции техобслуживания. То есть если мы сейчас пойдем и начнем уточнять, если у этих СТО такие документы, выяснится, что 90% таких, они не аккредитованы, что это будет означать?
что закон не работает и не работал. На сегодняшний день у нас электромобили в городе, ну, поначалу... Вы сейчас не туда смотрите. Смотрите, закон Кыргызской Республики о дорожном движении, депутат, статья 16, пункт 3. Он чуть-чуть только изменяет, вы добавляете вот отдельную фразу, но до этого на протяжении 30 лет этот закон работал. Просто на моей практике я не помню, что у всех 100% СТО есть вот такая аккредитация. То есть этот закон и не работал дегенмену. И сейчас суратам сізден. Ошондой его? Давайте сіз бұны тақтап ана мага жооп бериңизчи. Эльвира Жолобек, это те станции, где могут проходить техосмотр, да? Есть станции, которые есть не ремонт, а вот техосмотр. Вот только те, если у них есть желание проводить технический осмотр электромобилей, они должны проводить дополнительную аккредитацию в Центре кыргызской аккредитации. Просто когда говорят про коррупцию, я имею в виду новое, когда мы что-то придумываем, мы спотыкаемся о том, что за 30 лет не сработало. И я вам показываю, здесь черным по белому написано, статья 16, пункт 3, что вот этот закон, который 30 лет есть, если мы сейчас выйдем на улицу и посмотрим, проверим СТО, если в диагностических центрах аккредитации, 90% их нет. Уж поверьте мне на слово. И вы сейчас прописываете, диагностические центры проводят техосмотр транспортных средств согласно требованиям, указанным в НПА КР и технических регламентах. Выданные диагностическими центрами положительные заключения должны подтверждать, что транспортное средство полностью отвечает всем требованиям, не имеет отклонений, не загрязняет воздух и полностью готово к эксплуатации. Бұл жақтан дағы жаңы бір коррупцияға жол бербейбізбі деген сөз, да? Вот техосмотрды мы зря отменяли, не зря отменяли дегенге баратат, да? Мирлан Исакбекович, просто көңіл бұрып қойыңыздар. Мен түсіндім, Эльвира Жолобековна. СТО бұл таптақыр башқа да, бұл служба технического обслуживания. Ал вулканизациядан тартып башқа. Но они сейчас также и диагностикой занимаются. Ну, не все. Вот, ну, там, не все. Біз конкреттүү аккредитациядан өткөн техникалык кароодон өткөрүү боюнча маселени карап атабыз. Мен сизди түшүндүм, бирок мыйзамда жазылганды мындай көңүл буруп койдум да. Рахмат.